Ула для меня означает все. Это сакральное наше место. Люди с давних пор сюда приезжают раз в год отдать дань памяти и уважения священной Баргузинской долине. На самом деле очень много слышала об этом молебне, так как у меня есть друзья ламы, поэтому вот, собственно, они меня сюда и позвали ощутить весь масштаб этого мероприятия. На самом деле очень мощно, энергия прям, я не знаю, на самом деле очень много бывало на разных молебнах, абсолютно везде, во всех практически святых местах Забайкалья, но этот самый такой, знаете, не объясню словами, но прям просто слов нет. Здесь большой молебен, который посвящен хозяину местности Баргузинской долины, защитник Бархан Бабе. И вот я здесь поэтому. Я в первую очередь пришла поблагодарить своих богов, своих сахюсанов, поблагодарить в первую очередь, но потом уже, конечно же, просить всех благ, земных и небесных бонусов. Почтить духа местности, помолиться за всех живых существ. Очень масштабное мероприятие. Не ожидали, что столько народу будет. Все очень, так сказать, прям до мурашек. Республика Бурятия – центр буддизма в России. Республика расположена на берегу величайшего уникального озера Байкал и славится своей уникальной культурой, переплетением различных религиозных традиций и природных богатств. Одной из наиболее значимых особенностей региона является глубокое проникновение буддийской религии, ставшей неотъемлемой частью повседневной жизни местного населения. Исторические свидетельства дают основание утверждать, что начиная со II века до нашей эры протомонгольские народы были знакомы с буддизмом. На территории Иволгинского городища в Хунском захоронении найдены остатки буддийских четок. В начале 17 века тибетский буддизм из Монголии проник на север к бурятскому населению Забайкалья. В 1741 году императрица Елизавета Петровна узаконила существование 11 дацанов из 150 лам. До Октябрьской революции 1917 года в Бурятии функционировало 46 дацанов, приходы которых были в основном организованы по территориально-родовому принципу. Буддизм оказал мощное позитивное влияние на развитие традиционной науки и культуры бурят-монголов. Особенно сильным и плодотворным было его воздействие на формирование и развитие философской мысли, норм нравственного поведения, медицины, художественной литературы, изобразительного искусства и кулинарии. Бурятия представляет собой уникальное сочетание древней восточной мудрости и местных культурных традиций, превращаясь в один из важнейших очагов распространения буддизма на территории современной России. Буддизм, как известно, это одна из древнейших мировых религий, которая успешно распространилась практически на всей территории Азиатско-Тихоокеанского региона. Эта религия с самого начала своего существования продемонстрировала удивительную живучесть, удивительную способность приспосабливаться к местным особенностям. А что касается территории нашего государства, российского государства. Буддизм, мы с вами знаем, исповедуют калмыки, тувинцы и, конечно же, буряты. В этом отношении интересна именно история принятия буддизма бурятским народом. Известно, что уже в 17 веке начинает эта религия распространяться в регионе. Мы об этом знаем благодаря многочисленным отчетам, так называемым сказкам русских первопроходцев, казаков и служилых людей. Ключевой датой в этом отношении является признание буддизма одной из официальных религий в Российской империи. Произошло это в 1741 году благодаря императрице Елизавете Петровне. Для того, чтобы понять, почему буддизм так важен для России, мы отправляемся в Баргузинскую долину, землю, наполненную силой и мудростью, а именно в Курумканский район.
где находится священная гора Бархан-Ула и проходит ежегодный молебен Баркхан-Тахилган. Что для меня лично, вот Бархан-Тахилган, который вот я присутствую с 2006 года, еще раньше, когда был учеником, это в первую очередь напитаться энергией земли предков. Да? И когда я вот молюсь, я делаю подношение, в унисон со мной все мои предки, которые там столетиями, да, возможно, тысячелетиями молились, и вот голоса, вот их молитвы, они сплетаются с моими молитвами, я, можно сказать, на целый год заряжаюсь. Потому что сейчас, особенно в современном обществе, в такое сумбурное, очень быстрое время, нам не хватает того места, там, да, таких вот родовых каких-то, чтобы на целый год зарядиться, чтобы чувствовать себя счастливым. Ведь Будда сказал, каждое живое существо желает счастья. И вот мы здесь, баргузинские буряты, приезжаем сюда, мы прям заряжаемся счастьем, силой, удовлетворением. Баргузинская долина, наверное, является духовным центром этнической Бурятии, вот, местом совершенно особенным, местом, где буддийская вера, вот, она в тесном взаимодействии с местными шаманскими традициями получила свое развитие. Вот. И то, что происходит вот, конкретно в религиозной традиции Курумканского района, наглядно нам это демонстрирует. Вообще, данная гора является священной, она издревле почиталась местным населением, причем как бурятами, так и венками. И это было место, где жили хозяева местности, место, куда всегда приходили поклоняться. С приходом буддийской традиции данная практика получила свое дальнейшее развитие. И демонстрирует такой вот особый синкретизм религий, который имеет место быть конкретно в нашем регионе. Курумканский район расположен вдали от шумных городов, затерян среди бескрайних просторов и высоких гор. Здесь, в отдаленном и труднодоступном месте, сохранилась уникальная атмосфера первозданной природы и самобытной культуры. Наш путь лежит в сторону главной достопримечательности района – священной горы Бархан-Ула. Согласно старинным поверьям, эта вершина обладает особой энергетикой. Для местных жителей гора священна и ассоциируется с защитой и благословением, ведь здесь живут могущественные духи хозяева природы. Именно здесь ежегодно проходит знаменитый обряд молебен Баркхан-Тахилган, привлекающий большое количество посетителей. Люди собираются, чтобы провести совместные медитации, совершить подношения и попросить защиты у горных духов. Ламы читают специальные мантры, звучащие в тишине таежных склонов, создавая уникальную ауру спокойствия и гармонии. Сегодня у нас большой праздник, молебен Бархан-Тахилган. Ежегодное такое крупное мероприятие, когда собираются все шереты тацанов Бурятии, Усть-Орды, Агинска. И сегодня приехал к нам Дид Хамбалама Дагба Ачиров. Это мероприятие у нас такое в мае проходит традиционно. Мы совместно с Курумканским дацаном и администрацией района проводим организационные мероприятия. Такое, здесь собирается до 5000 человек на это мероприятие. Но из года в год по-разному, где 3000, где 5000. Все выходцы Баргузинской долины. Вот у нас священная гора Бархан-Ула, которая является одной из священных мест всего монгольского мира. Сюда приезжают не только наши баргузинские, курумканские верующие, но и со всей Бурятии и с других регионов. Посещение Курумканского района позволит вам окунуться в атмосферу настоящей бурятской культуры. Вы сможете посетить небольшие села, пообщаться с местными жителями, услышать народные сказки и поучаствовать в традиционных праздниках. Природные красоты Курумкана поражают воображение. Прозрачные реки, густые леса, цветущие поляны и загадочные пустыни ждут своих исследователей. Молебен Баркхан-Тахилган – это ежегодное мероприятие. Здесь паломники молебна совершают горо, процессию на священной горе, молятся, надеясь обрести защиту и благодать от силы мест. Какова история происхождения молебна на горе Бархан-Ула? Это очень древняя история. Но происхождение, наверное, горы само. Считается, что в этом месте у этой горы родился Баргу-Батыр.
Баргу Батыр, Барга Батыр, ну, в общем, по-разному говорят. Это основоположник, что ли, древней такой страны, легендарный такой Баргуджин Тукум. В честь него эта гора названа, Баргхан, да, Баргухан, Баргахан. В честь него названа река Баргузин. У Баргу Батыра, по легенде, было 3 сыновей: Олидой, Буридай, Хоридой. От Олидоя произошли айраты, калмыки, олеты, ну их еще по-другому называют олеты. И 2-й сын был Сыганет. Ну, Сыгануты — это такой один из таких бурятских родов. Они проживают в Иркутской области, у нас в Баргузинской долине, в Каманском районе. Ну, в общем, есть такой род Сыгануты. 2-й сын Буридай, он дал начало 2 великим родам иркутских бурят, это Ихириты и Булгаты. Они жили, ну, соответственно, на территории современной Иркутской области. Ну и 3-й род Хоридой Мырген. У Хоридой Мыргена первая жена была Баргуджингуа, которая, кстати, родила дочь Алунгуа. Алунгуа, наверное, знаете, да? Впоследствии ее выдали замуж Меркитом, и впоследствии Исугей отобрал, женился на ней, и от Исугея и Алунгуа родился Чингисхан. То есть материнская сторона Чингисхана произошла вот отсюда. Получается, что Баргу Батыр родился у этой горы, и вот все его потомки, проживающие в Канской котловине Красноярского края, Иркутской области, проживающие в Бурятии, в Забайкальском крае, они все раньше поклонялись этому месту, своему предку Баргу Батыру. Ну, наверное, все приезжали, когда им надо было, когда что-то, такие большие важные события надо было. Ну, впоследствии уже Чингисхан закон издал, Ясу издал, что это на землю он назвал, вот эту нашу землю назвал, ну, как заповедная земля. То есть нельзя было здесь проводить боевые действия, нельзя было делать облавные большие охоты, ну, то есть нельзя было трогать природу. То есть, скорее всего, по моему предположению, это в дань уважения своей матери, родине своей матери, ну и в дань уважения Баргу Батыру, предку. Потому что все, кто происходит, потомки, они все приходили сюда и молились Баргу Батыру, Баргухану. Ну и вообще вот эта Баргузинская долина, она считалась таким местом. Ну, впоследствии уже, когда буддизм появился, как бы вот, ну, я себя ставлю на место тех лам, которые вот с молоком матери, они впитали вот такой трепет, такое уважение к Баргахану, да, к этому месту. Все прямо с измольства все ходили, молились, и потом он стал умою такой, и все равно это место, оно, как бы сказать, оно притягивает даже тех людей, которые как бы не относятся к этим Баргуджин Тукуму, да, они один раз, помолившись, побыв здесь, отведав бараханский источник, да, они потом тянутся сюда. Ну, то есть это такое место, но особенно оно помогает для восстановления мужской силы, мужского такого духа, боевого духа. Ну, то есть вот подзаряжает Баргу Батыр, Баргухан, он такой вот дает силы, восстанавливает дух. То есть если мы, допустим, очень устали там, от работы, там, ну, от стрессов, от всего такого, ну, как бы упадок такой сил. И вот один раз приехав, помолившись, люди сразу испытывают такое восстановление. Мощные, сильные, быстрые, очень эффективные. Буквально за короткий период, за полдня, за день человек преображается, становится другим. То есть это, я думаю, люди это все чувствуют, все это понимают. И поэтому они, один раз здесь побывав, они все равно хотят еще раз приехать. В 1993 году официально вот как бы от нашего дацана, вот Шерет Лама, настоятель этого нашего дацана, организовал такой большой молебен, первый, ну, вот, на моей памяти. Буддийские тексты молитв играют ключевую роль в практике буддизма. Важно, что тексты молитв согласовываются и собираются ламами для верующих. Они также выполняют важные функции в духовном росте последователей. Было много текстов, я собрал, ну, наиболее такие крупные, наиболее такие популярные, 4 или 5 текстов, сейчас точно не помню.
Я их всех собрал, объединил в один большой молебен. Ну, на всякий случай я показал преподавателям буддийского университета при Логинском Дацане, которые они просмотрели, как бы свое добро тоже дали. Да, это все нормально, грамотно, все хорошо. То есть, ну, как бы с их разрешения, благословения, в общем, мы утвердили этот текст единый. То есть мы объединили, не так, чтобы как раньше, вот там у кого какой текст, а мы их все объединили, все, структуру все поставили, все сделали. И у нас теперь один объединенный большой текст. Уникальность этого текста я вижу, пока я нашел там два уникальных места. Первое уникальное — это то, что у текста поклонения Бархану Савдаку, Баргубатору, есть свое именное благовоние. Там есть состав прописанный, очень интересный. Я по нему тоже помню, статью писал. Там в основном для сердечно-сосудистых заболеваний. Травы в состав входят благовония. Но по моему пониманию есть 8 дебжет, есть 8 демонов, 8 видов, которые являются источниками всех заболеваний человека. Сейчас у нас властвует джальпо, такой вид демонов такой. У них основной упор идет на сердечно-сосудистую. Поэтому вот когда какой-то определенный класс, когда начинает властвовать, ну, все меняется же вот так вот. Когда джальпон приходит к власти, пик сердечно-сосудистых заболеваний наступает пик. То есть очень много людей этим заболевает. Как бы один из таких диагнозов. И я думаю, что раз благовоние там в состав входит в основном сердечные травы от сердечных заболеваний, я думаю, что на вот этот текст поклонения, он рассчитан, он был написан давно. Он был написан, наверное, в 19 веке. Ну, может быть, в начале 20 века. Тогда не джальпо, тогда другой был. Преобладали другие болезни, другой класс был. Но они тогда составили раз такой текст благовоний. Я думаю, что это было сделано наперед, на будущее. То есть именно сейчас идет джальпо властвует, и сейчас вот именно вот это благовоние, именно вот этот текст поклонения, он является как бы сам своевременным именно для нашего времени, то есть актуальным является для нас. То есть он имеет наибольшую пользу именно вот в наше время. Вторая особенность, изюминка этого текста: у Бархана есть свое далга. Далга — это призвание удачи. То есть когда мы призываем удачу, ну вообще призывание удачи в буддийских текстах бывает очень много, смотря какое божество, там разные традиции. Такого длительного, такого обширного, чтобы было столько видов удачи, честно говоря, я не видел. То есть это очень такой, в этом плане, очень богатый. Голос в сочетании с молитвой превращается в мощный инструмент преобразования реальности. Произнесенные вслух священные тексты создают особые вибрации, способные очистить сознание, успокоить разум и принести покой сердцу. Я в своем родном Дацане возглавляю хоралы, это у нас называется Унзатлама. Вот на что я учился. Я должен знать, у нас есть ноты, как все правильно читаться, в каких местах остановка делается. Ну, вот традиционные линии преемственности чтения молитвы у меня лично восходит такому дацану, как дзюдо, где я в Индии учился. Перед молитвой вообще, да, ну, может быть, там, не знаю, заметили или нет, я приезжаю самый первый, я сажусь, то есть я стараюсь ни с кем не общаться, войти в такое состояние, в котором окружающие звуки, смех, разговоры, на самом деле это очень сильно отвлекает. Есть только я. И вот эта молитва, ну, вот подношение, сперва там приглашение молитва, есть молитва, потом подношение и молитва завершения поле заслуг называется. То есть Бухи, Бонгар, все, что там добродетель мы сегодня, да, даруется всем, которые присутствовали, всем тем, которые даже посмотрят офлайн. В моменте даруется. И находишься ты, и для меня в этот момент не существует никого вокруг. Ну, это такое состояние, ну, у японцев называется саттари. Назвать ли это, конечно, там, медитация не совсем корректно будет, да, но такое состояние, в котором меня ничто не отвлекает, я нахожусь, и на меня равняется все, и я как бы ведущий
молитвы, да, я должен без ошибок делать, потому что когда ты в молитве ошибаешься, это тоже эффект, если все правильно сделано, эффект очень хороший, то есть, да, мы получаем оттуда. И когда ты ошибаешься в молитве, то есть также эффект может быть, ну, в минус пойти, это идет как проклятие могут быть, поэтому мне очень важно там, подготовиться, ну, я готовлюсь несколько дней, несмотря на то, что мы ежегодно проводим. В молитвах ничего не меняется, это вот тысячелетняя практика, ну да, я всегда заранее готовлюсь, входим в такое состояние, ну вот все ведущие всех дацанов буддийской традиционной санки в такое состояние умеют входить, да, мы отрешаемся от всего, чтобы никто там, ну, там, телефон, там кто-то засмеялся, чтобы я не сбился и чтобы не было нарушений вот традиции произношения молитвы. Через правильное произношение и понимание смысла каждого слова душа открывается новым возможностям, обретает свободу и чистоту восприятия. Голос и молитва связаны неразрывно. Как песня без мелодии теряет свою красоту, так и молитва без истинного желания и чистого сердца лишается своей силы. Но если соединить оба элемента, чистый голос и чистую молитву, перед вами откроется дверь в другой мир, полной гармонии, света и безусловной любви. Но важно понимать и язык молитвы. Вообще вот все молитвы, которые мы читаем на хоралах, на любых, что в дацане, что сегодня, они читаются на старотибетском. Да, считается, что так же как санскрит и древний язык пали, они обладают определенной святостью. Также у нас есть такое понимание, как линия преемственности от учителя к ученику. Вот мои учителя, все они тибетцы. И я вот читаю, помимо самого сакрального смысла этой молитвы, она еще дает саму святости слогов вот этих слов, да, то есть вдвойне дает эффект. А насчет бурятского языка, да, вот я думаю, я знаю, что когда-нибудь пройдут много-много времени, когда наш язык, он будет такой же священный, как для нас на данный момент, вот тибетский там, да, становится сейчас старомонгольский, потому что в Тибете там больше 1500 лет буддизма развития, у нас сейчас там официально там 350 лет, ну там плюс-минус, и когда-нибудь, возможно, там через наши потомки когда-нибудь, там, например, на Западе будут читать молитвы на бурятском, да, для нас понятно все, и будут говорить, да, у них также будет, Виталий спрашивает, там, да, в новых рождениях, а почему вы читаете на таком? Они будут говорить, вот у нас учителя линии преемственности. Молебен Баркхан Тахилган – это важнейший элемент культурного наследия бурятского народа. Он демонстрирует тесную связь с окружающим миром и стремлением жить в согласии с законами Вселенной. Многие, наверное, не задумываются даже, зачем они едут. Просто что вы можете сказать, что вот для этих людей, что зачем они должны сюда приехать, что они должны, какие обряды должны соблюсти, какие традиции Баргузинской долины? Да, это хороший вопрос. Некоторые люди приезжают, совершенно не знают, незнакомы в первый раз. Ну, я думаю, основной такой совет, ну, такой элементарный, наверное, просто относиться с уважением. Если человек неверующий, если человек другой веры, просто приехал посмотреть, познакомиться, узнать. Ну, почему я про это говорю? Потому что это очень важный момент. Если у человека нет уважения, тогда савдак, вот эти духи местности, особенно такие как Бархан, они это чувствуют. Ну и тогда, чтобы не вызвать гнев, ну, как бы ответной реакции, достаточно просто с уважением относиться. Баргузинская долина остается местом, где можно почувствовать мощь традиций и прикоснуться к сокровенным истокам древнего народного самосознания. Будда сказал, что счастье-то она не во внешнем, она вот в внутреннем состоянии. И именно посещение Барханского Аршана, в частности, да, создают такую очень хорошую карму, благую для спокойствия. А на этом спокойствии ты уже все остальные внешние какие-либо там счастья, там, ну, для кого там по-разному, тоже как нанизываешь, как, я не знаю, как конструктор. Вот надо тебе что-то, ты просто становишься. А вообще, в общем, тысячелетиями наша долина Баргузинская, она считается для всего вот кочевнического мира бурят-монгольского, да, она священным местом. Здесь просто приехав как турист, да, просто даже переночевав, Бархан Баба тебя может воспринять как своего там ребенка, да, и даровать тебе даже без всяких молитв. То есть это мы можем молиться, а ты можешь просто как приехать, вот, хадак взять, СМЛВ взять, вот мы когда домой приезжаем, да, попросить там, да, спокойствие, дай мне там, даруй мне силы,
даруй мне мудрость, да, чтобы там, потому что я совершаю ошибки, силу преодолевать их, а мудрость, чтобы не попадать в такие ошибки. На самом деле, там, если вот так прямо поименно называть, кому что там, да, это, ну, займет очень много времени, да, просто поэтому, чтобы проверить мои слова, приезжайте. Каждый год многочисленные гости прибывают сюда, чтобы принять участие в ежегодном молебе Баркхан-Тахилган и насладиться неповторимой атмосферой единения человека и природы. Подобные молебны становятся популярным туристическим направлением, привлекая гостей со всей страны и даже из-за рубежа. Баркхан-Тахилган – это не просто ритуал поклонения природным силам, но и важный элемент культурного наследия, объединяющий прошлое и настоящее. Сегодняшний молебен на Бархан-Улы, Бархан-Бабе, люди приехали с большим желанием, с большим настроем, что будет все у нас хорошо в нашем мире. Главное, чтобы у всех на душе хорошо, светло, чтобы дети наши росли в мирное время, чтобы был покой. Вот для этого мы сегодня пришли на этот Хорул Бархан-Улы. Ну, приехали на родину родителей, чтобы поклониться Бархан-Бабе, духу местности. В этом году удалось впервые здесь побывать за много лет. Я очень байртебеном, потому что вот погода хорошая, сегодня еще благоволит. Мне сказали, что здесь будет сегодня холодно, но, как я смотрю, даже ветра нет. Я считаю это хорошим знаком. А для меня, значит, очень высоко, потому что все мы знаем историю Содой-Ламы, все мы знаем, что такое гора священная Бархан-Ула. Она занимает, конечно, безусловно, большое место в наших сердцах. И мы, конечно, пришли сегодня почтить наших вот таких вот больших йогинов и наши, естественно, святые места, родные места. Мы каждый год приезжаем, почитаем это место, молимся, чтобы было у людей все хорошо, молиться, чтобы был на земле мир, любовь, ну и все было хорошо, чтобы у людей. Ну, я хочу сказать, что, в общем, мы, конечно, молимся за мир, за, как говорится, во всех 6 мирах. И чтобы был, ну, в стране, как говорится, и на душе у нас покой, спокойствие, ну, мир. У меня супруга сама с Курумкана, поэтому все родственники, соответственно, здесь. Мы вот приехали, я здесь впервые нахожусь, до этого сюда не приезжал, в смысле в Курумкане был, но именно на молебен в Баракане. Здесь первый раз на этом именно молебне, на этом обо. А вообще были в Баракане, были в Курумкане, были, всегда уважаю эту землю, почитаю, потому что таких красивых, замечательных, великолепных и веселых людей дает Курумканская земля, Баргузинская долина, поэтому очень важно приехать, почтить, тем более, что мои корни уже переплелись с корнями супруги, и это важно делать, я думаю, ежегодной традицией нашей станет. Поэтому я считаю, праздник удался в любом случае, нужно приезжать, и если кто-то сейчас смотрит и никогда не был, а какие-то сейчас внутри пробудились, ну скажем так, впечатления, эмоции и какая-то тяга к этому пошла, то приезжайте в следующий раз обязательно.